подчеркивает глава государства, наша главная задача – это укрепить независимость, приумножить наши достижения, передать последующим поколениям сильный, сплоченный и стабильный Казахстан. Мы считаем, что далеко не последнюю роль в этом деле играет степень образованности народа. Дать подтверждение нашим мыслям согласилась директриса нашей школы Кулиева Жанар Шолпанкуловна. Здравствуйте, Жанар Шолпанкуловна. Я бы хотела задать вам несколько вопросов касательно нашего государства. Какова, по-вашему, роль образования в обеспечении устойчивого развития страны? Спасибо за вопрос. Сегодня образовательная система Казахстана претерпевает большие изменения, глобальные изменения, можно сказать. Сегодня образование Казахстана ставит первоочередную роль в образовательном процессе. Это критическое мышление учащихся, умение открыто обсуждать и работать в команде. Также я хочу сказать, что приоритетным будет являться знание иностранных языков. У вас есть для будущего поколения в канун Дня независимости? Спасибо за вопрос. В канун Дня независимости я хочу каждому своему ученику пожелать быть патриотом своей Родины, любить и защищать свою Родину. Родина начинается с малого. Родина – это есть твой дом, это есть твои родители, это есть твоя школа. А дальше Родина – это твоя большая страна, которую нам доверили и оставили наши предки. Поэтому, я думаю, сегодняшнее поколение должно быть сильным, независимым, толерантным, успешным. Сегодня я хочу сказать, что поколение 21 века казахстанцы должны быть счастливыми и успешными. Действительно, как показывает практика, образованный народ – залог успешного развития. Но что же поможет обеспечить безопасность того, чего уже удалось добиться? Безусловно, армия – военная сила. Эти слова самой своей сутью отражают патриотизм. Что же может сказать об этом представитель вооруженных сил Еставлетов Алтынбек Пуликбаевич? Мемлекетіміздің Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ең бірінші, яғни әскери азаматтарға, оның ішінде жалпы еліміздің аумағын, мемлекетіміздің шекарасын нығайту, оның ішінде азаматтарымыздың арасында қақтығыс кезінде қақтығыстар болдырмау, агрессияны тоқтату, алдын алу мақсатында іс-шараларды ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Сіз патриотизм сөзін қалай түсінесіз? Патриот деген мысалы отан отбасынан бастайды. Патриот болу үшін өз мүддесін, өзгенің мүддесін, ұлттардың, яғни ұлтшылдыққа берілмеу, елін, жерін сүйетін, еліне, жеріне адал қызмет ететін. Мой Казахстан, ты родина моя, твоих степей бескрайние просторы, душой и сердцем я люблю, люблю твои серебряные горы. Я верю, что наступит новый век, пройдут года серьезных испытаний, придет на смену новый человек, и принесет он много знаний. Мой Казахстан, живи и процветай, ты колыбель великого народа, всю красоту и мудрость передай и сохрани для будущего рода. Государство Касым-Жомарта Токаева для нас нет большей ценности. Для страны с глубокими корнями, с богатой историей нет большей ценности. Это наше самое драгоценное сокровище, самое сокровенное достояние. Поэтому мы так дорожим независимостью, о которой так мечтали наши предки. Так давайте же объединим усилия, чтобы обеспечить сохранность нашего общего драгоценного сокровища. Да здравствует наш Казахстан! Ура, ура, ура!